Үті ғарсырданын күнді хақайрын олықтақтара төрет тыл онна хурук бичик күнінен барғытын әғаддалибін. Доброе утро всем зрителям телеканалов НВК Саха, Якутия-24 и слушателям радио Тетим. В прямом эфире отчет правительства за 2021 год по блоку развития человеческого капитала, образования, науки, профессиональной подготовки и расстановки кадров, культуры, искусства и духовного развития, языковой политики, организации архивного дела, объектов культурного наследия, физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни, инноваций, цифрового развития в сфере массовых коммуникаций, инфокоммуникационных технологий, развития массовой информации, международного и межрегионального сотрудничества, национальной политики. И у нас сегодня в студии заместитель председателя правительства республики Сергей Васильевич Местников. Здравствуйте. Также по рекомендациям Управления Роспотребнадзора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в отдельном помещении у нас работают руководители исполнительных органов власти Республики Саха-Якутия. Юрий Степанович Куприянов, министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Гаврил Витальевич Кириллин, министр по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия. Анатолий Аскалонович Семенов, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия. Ирина Павловна Любимова, министр образования и науки Республики Саха-Якутия. Леонид Николаевич Спиридонов, министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Николай Афанасьевич Макаров, руководитель департамента по охране объектов культурного наследия Республики Саха-Якутия. Дорогие зрители, мы работаем в прямом эфире. Наши гости готовы ответить на любые поступающие вопросы. Специально для этого организована работа нашего колл-центра. Давайте мы подключимся к нашему колл-центру, и там работает наш корреспондент Любовь Гоголева. Любовь. Доброе утро. Колл-центр отчета правительства уже начал свою работу. Сегодня мы принимаем вопросы, связанные с образованием, с связью, цифровизацией, с развитием культуры и спорта в республике. Номер многоканального телефона 320111, код города Якутска 4112. Можете озвучить вопросы на русском и якутском языках. Сотрудники регистрируют и перенаправляют в ответственные ведомства и министерства, а наиболее актуальные будут озвучены сегодня в нашем эфире. Дмитрий? Спасибо, Люба. И напоминаем, что предварительно вопросы принимались по телефону и на платформе OneClick Якутия. А сейчас во время эфира вы можете задать свой вопрос, интересующий вас, не только вас, возможно, по телефону 320111. Также напоминаю, что в режиме ВКС с нами сегодня работают руководители подразделений различных учреждений, подведомственных структур тех министерств и ведомств, которые курирует Сергей Васильевич Местников. Начинаем отчет правительства Якутии за 2021 год. В первой части нашего эфира мы расскажем об итогах года по курируемым отраслям заместителя председателя правительства республики Сергея Местникова. Предлагаю начать наш отчет с просмотра видеосюжета, который подготовили наши коллеги с телеканала Якутия-24. Внимание на экран. 2021 год, объявленный в России годом науки и технологий, прошел с высокими темпами развития системы образования и науки. Программа развития научно-образовательного центра «Север. Территория устойчивого развития», принятая совместно с регионами-партнерами, стала победителем конкурсного отбора межрегиональных научно-образовательных центров мирового уровня 2021 года. Начата реализация второго этапа программы комплексных научных исследований в Республике Саха-Якутия, направленных на развитие производительных сил и социальной сферы. 25 ученых получили единовременное вознаграждение за защиту кандидатской и докторской диссертации. 30 молодых ученых получили стипендию за достижения в сфере науки. С 2022 года учреждены 10 грантов главы Республики Саха-Якутия молодым ученым, специалистам и студентам по 500
900 тысяч рублей. Издан трехтомный научный труд «История Якутии». Введено 9 школ, 13 детских садов. Продолжается укрепление материально-технической базы образовательных организаций. Приобретено оборудование стоимостью более 200 миллионов рублей для регионального центра по работе с одаренными детьми. В 2 специальных коррекционных школах обновлена материально-техническая база. Выделены автобусы 70 школам. По итогам работы в 2021 году республика в течение 2 лет получит федеральные субсидии на капитальный ремонт и оснащение 58 школ и на приобретение и строительство 9 школ. Для привлечения и закрепления педагогических кадров в северные и арктические улусы реализуется программа обеспечения жильем педагогических работников сельских школ. 25 учителям, выполнившим условия договора, оказана государственная поддержка для улучшения жилищных условий в размере 1 миллиона 900 тысяч рублей. Продолжена реализация федеральной программы «Земский учитель», в рамках которой 16 учителям предоставлены единовременные компенсационные выплаты по 2 миллиона рублей. Продолжена реализация проекта «Учитель Арктики», в рамках которого адресную помощь получили 34 молодых специалиста. Уделяется особое внимание сохранению и развитию государственных и официальных языков. Разработана цифровая образовательная платформа по изучению родных языков. Издана учебная литература по языкам коренных малочисленных народов Севера и якутскому языку и литературе. Несмотря на ограничительные меры, прошедший год был наполнен значимыми событиями в культурной сфере. Республике присужден почетный статус территория книги и чтения. Организованы Дни Якутии в Республике Татарстан. Проведен эссе Халанхо в Алекминском районе. В 7 регионах России проведены Дни якутского кино. Укреплена материально-техническая база 20 домов культуры, 9 детских школ искусств, оснащен виртуальный концертный зал в Якутском музыкальном колледже. Продолжается строительство и реставрация объектов культуры. Введено 7 объектов культуры. Модернизирован кинозал Дома культуры «Каскад» в поселке Светлый Мирнинского улуса. Выполнен ремонт 4 памятников истории и культуры, в том числе ремонт объекта культурного наследия федерального значения башня Манчары XIX века. Одним из основных событий в 2021 году стало проведение 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». 29 декабря 2021 года правительством России принято решение о проведении 8-х международных игр «Дети Азии» в городе Якутске летом 2024 года. На официальных спортивных мероприятиях якутскими спортсменами завоевано 92 медали, в том числе 68 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых. Введено 5 объектов физической культуры и спорта. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь на сумму более 49 миллионов рублей, в том числе спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок ГТО в Абыском, Анабарском, Верхнеколымском, Оленёкском районах и городе Якутске. Завершено подключение к сети интернет 1385 социально значимых объектов, в том числе 434 образовательные организации и 257 учреждений культуры. Построено свыше 13 тысяч километров ВОЛС. В прошедшем году 70 населенных пунктов в 18 районах республики подключены к ВОЛС. Внедрены безлимитные тарифные планы по спутниковым каналам связи в районных центрах арктических районов республики: Батагай, Белая гора, Среднеколымск, Тикси, Хану, Зырянка и в селе Оленек. Резидентами технопарка «Якутия» и IT-парка создано 367 новых рабочих мест. Созданы муниципальные IT-центры в 5 улусах – Верхоянском, Горном, Кобяйском, Татинском улусах и Оленекском Эвенкийском национальном районе. Поддержаны 56 социально значимых проектов национально-культурных объединений коренных малочисленных народов Севера и казачьих обществ на сумму более 22 миллионов рублей. Достижения в культурной и спортивной сфере являются залогом гармоничного развития личности, успешной адаптации общества к изменениям в современном мире.
Сергей Васильевич, мы посмотрели те значимые события в отраслях, которые вы курируете как зампред правительства. Год науки и технологий в 2021 году на территории республики отмечен позитивными изменениями и в развитии системы образования и науки, внедрения инноваций. Также наблюдались высокие темпы цифровизации в республике, заметные успехи в сфере культуры, спорта и внешних и межрегиональных связей. Вот эти вот отрасли. Расскажите, пожалуйста, что позволило добиться таких результатов в 2021 году и на что были направлены основные усилия правительства в прошедшем году? Үтү сандан сөтөгөл күндү Сахарин лахтахтара, эхине барагытын төрөбүт тылуанна сурук бичек күннен Сахар Республикатын бырыбытысватын аттан онна туз бэм аппыттан итистинек агарделибин. Тыл ден биһиги народ быһытнан уратыбытын туһулу сүдүлахан байбыт болар. Бу байбытын хүтербекке кеңетен сайыннаран көлөнөттөн көлөнөгө тиреде тураккайын. Доброе утро, уважаемые жители нашей республики. Доброе утро, Дмитрий. В нашей работе главная цель – это создание высокого уровня жизни человека в нашей республике. И для нас очень важно, чтобы каждый житель республики имел возможность реализовать свой талант, свое знание и тем самым достичь успеха в этой жизни. В своей родной республике, в России, да и во всем мире. К этой основной цели и подчинена работа в правительстве республики, органов государственной власти, министерстве ведомств, да и нашего блока, арт-блока развития человеческого капитала. Такие стратегические цели и задачи определены указами главы республики и другими документами в сфере образования, науки, культуры, спорта, инноваций, цифрового развития. Я бы хотел сейчас остановиться на некоторые моменты нашей работы, которые определили суть нашей работы за прошедший 2021 год. В сфере образования основной целью у нас является повышение качества образования. И перед нами глава республики поставил амбициозную задачу, чтобы мы, республика, стали лидерами качества образования в Российской Федерации. И ежегодно делается мониторинг качества образования на уровне Российской Федерации, и в этот мониторинг включается множество факторов, такие как воспитательная работа, дополнительное образование, работа с талантливыми детьми, методическая работа в школах, это и квалификация наших учителей, это итоги участия детей в Олимпиаде, государственные экзамены. И это все суммируется, и по России выводится итоговая оценка качества образования в регионах России. Если мы совсем недавно, 2 года назад, занимали 37-е место, то по итогам прошлого учебного года мы заняли 19-е место по качеству образования и 1-е место по Дальневосточному федеральному округу. Это говорит о том, что абсолютно все правильно делается в системе образования. Это говорит о том, что наши дети любят и хотят учиться в наших школах. И выпускники школ поступают в наши высшие учебные заведения, средние специальные учебные заведения. И выпускники учебных заведений после окончания учебы остаются работать в нашей республике во благо процветания нашей родной республики. Вот это основная цель в нашей системе образования. И мы, вы знаете, республика традиционно уделяет большое внимание к строительству социальных объектов, в том числе школ и детских садов. По итогам прошлого года, как было сказано и в сюжете, мы 10 школ и 13 детских садов ввели в эксплуатацию. Это в основном и в муниципальных районах. Сейчас амбициозные задачи стоят по строительству школ в городе Якутске в рамках проекта с ВЭПРов под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации. В сфере науки мы с прошлого года начали реализовать государственную программу развития науки нашей республики. И объем финансирования этой программы в прошлом году достигло более 300 миллионов рублей. И благодаря реализации мы в прошлом году победили на общероссийском конкурсе отбора лучших проектов «Нот-Север», который должен вывести нашу экономику на совершенно новый уровень развития. И в текущем и последующем годах мы этим будем масштабно заниматься. В сфере сохранения и развития языков мы начали реализовывать государственную программу. И прежде всего наша работа была направлена на создание учебников и учебно-методических материалов в школах и детских садах. Если мы раньше слушали часто проблему о том, что нет учебников по родным языкам и литературе в школах, то мы по итогам прошлого года выпустили множество литературы и ставим задачу, чтобы в ближайшие 2 года такой проблемы, как дефицит учебников по родным языкам и литературе, была искоренена полностью.
В сфере культуры и духовного развития мы считаем, что нашим приоритетом остается это сохранение и приумножение культурного достояния народов нашей республики. И вы знаете, что гордостью всей республики и России является наше культурное достояние нашего многонационального народа. Наш Олонхо включен в всемирный список наследия ЮНЕСКо. И мы в год культурного наследия, который был объявлен президентом страны Владимиром Путиным в 2022 году, подготовили план мероприятий по развитию дальнейшем этого направления. Главой республики был создан оргкомитет. Мы совсем недавно на организационном комитете утвердили план мероприятий. И прежде всего эти мероприятия направлены на сохранение и приумножение нашего культурного достояния. Реализуется активно национальный проект «Культура». Из года в год увеличивается финансирование национального проекта «Культура», строятся сельские дома культуры. Это еще раз является одним из приоритетов в нашей работе, поскольку именно сельские дома культуры в муниципальных районах, они должны стать опорой для дальнейшего развития, духовного развития нашего народа. В рамках национального проекта также ремонтируются и оснащаются модельные библиотеки, муниципальные библиотеки, ну и ряд других направлений, которые развивают данное направление. В сфере физической культуры и спорта нашей основной целью является вовлечение жителей республики в систематическое занятие физкультурой и спортом. И по итогам работы за прошлый год мы достигли показателя 46%. То есть уже почти половина населения каждый день ходит в спортивные залы и занимается физкультурой тем или иным видом спорта. И далее мы ставим цель, чтобы путем строительства и спортивных объектов, а их строится в последние годы немало. И в Горном районе были введены недавно спортивные объекты, в Мегино-Кангаласском районе. В текущем году мы вводим спортивные крупные объекты в селе Барагонцы Усть-Алданского района. И в городе Якутске в рамках поставленного главой республики цели о проведении игр «Дети Азии» мы планируем строительство спортивных залов в городе, в Сайсарском округе, в Промышленном округе, в Катасах сейчас строится. Все это должно повысить доступность этих спортивных залов для населения. И тем самым мы укрепим и здоровье населения, и, соответственно, повысим спортивное мастерство наших спортсменов для достижения успехов в спорте высших достижений. Конечно, мы развиваем наше направление по поддержке национальных видов спорта. Как вы отметили в сюжете, мы провели в прошлом году спортивные игры по национальным видам спорта, игры Манчару в Бердикестяхе, которое прошло в беспрецедентных условиях ограничения в связи с COVID-19. И нам удалось обеспечить безопасность участников и организаторов мероприятия. Во время и после игр мы не зафиксировали случаев распространения COVID-19. То есть это говорит о том, что с учетом соблюдения всех мер мы можем проводить культурно-массовые мероприятия в нашей республике. В текущем году мы планируем провести чемпионат мира по масс-рестлингу. Этот вид спорта во всем мире поддерживается 50 странами и уже подтверждает участие на этом мероприятии в чемпионате мира по масс-рестлингу множество стран. И сегодня создан оргкомитет и проводится плановая работа. В сфере инноваций и цифрового развития и IT-сферы мы знаем, что у нас успешно функционирует система поддержки инноваций. Это и венчурные компании Якутии, это и корпорации развития Якутии, IT-парк, технопарк, которые выпустили уже много успешных проектов не только в нашей республике, но и в России, и во всем мире. Они сегодня пользуются успехом среди клиентов. Это говорит о том, что идет правильная, планомерная работа по поддержке инновационной сферы нашей республики. Ведь мы ставим перед собой задачу ориентир не только на сырьевую экономику, не только на добычу и продажу полезных ископаемых, но и на высокие технологии, которые добавляют высокую стоимость. Это, прежде всего, IT-сфера, креативная индустрия. И нашу инициативу поддержали на федеральном уровне. И сегодня строится креативный кластер здесь, в городе Якутске, который уже будет введен в апреле текущего года. В прошлом году Российская Федерация выделила федеральную субсидию в размере 412 миллионов рублей на создание креативного кластера. Здесь получат поддержку наши резиденты, это и художники, это и изобразительное искусство, это и мастера народных художественных промыслов, это и кино, дизайн. Они будут развиваться на этой площадке.
Это еще раз нам даст развитие экономики в несырьевом секторе. Что касается федеративных отношений, межрегиональных отношений, в нашей республике 120 народов разных национальностей проживают в мире и согласии. И для нас важно, чтобы проведение культурно-спортивных мероприятий в этой сфере укрепили содружество народов. И это действительно так. Мы по итогам прошлого года удостоверились, что 70% населения поддерживает и считает межнациональные отношения в республике позитивными. В год столетия СССР мы, конечно же, будем прилагать максимум усилий для того, чтобы все абсолютно стратегические цели, задачи текущего года были выполнены и проведем на высоком организационном уровне историческое, культурное, общественно значимое событие год столетия якутской автономии. Спасибо. Спасибо, Сергей Васильевич. И следующие вопросы будут адресованы в адрес руководителей тех министерств и ведомств, которые работают сегодня с нами. И первый вопрос в адрес Юрия Степановича Куприянова, министра культуры и духовного развития. Юрий Степанович, несмотря на ограничительные меры, какие успехи достигнуты в сфере культуры в 2021 году, в том числе в рамках реализации национального проекта «Культура»? Пожалуйста. Добрый день. Еще раз хочу, давайте, даже не знаю, с чего начать, какие успехи. Сразу отмечу о том, что режим работы в ограниченном пространстве, у нас наполняемость залов была где-то 50%, социальное расстояние 1,5. Мы шагнули резко и вперед в онлайн-пространство. За прошлый год мы сделали 2 миллиона 900 с лишним посещений сайтов наших учреждений всей культуры. Это по всей республике. Это есть правило про культура Россия.ру. Мы зарегистрировали там все наши счетчики, и каждое наше учреждение, дом культуры, театр, музей, имеют себе подсчет, идет у нас на уровне Федерального министерства культуры. Это раз. Мы шагнули далеко в онлайн-пространство. Театр оперы и балета, хотел бы обязательно отметить, в прошлом году привез приз «Онегин». Он, может быть, так незаметно остался, но это очень большое достижение для театрального искусства нашей республики. Мы никогда этого приза не привозили, тем более наш самый большой театр оперы и балета. За прошлый год действительно мы за 3 года подряд становимся одними из лучших в Российской Федерации читающим регионом. И у нас теперь остался постоянное хранение, почетное звание регион чтения Республика Саха-Якутия. Наш глава республики Арсений Сергеевич получил этот приз от Книжного союза. Это высокий уровень признания, когда говорим о духовном развитии, о республике и в целом о культуре нашей республики. Основные показатели такие хотел бы эти отметить. И плюс национальный проект «Культура», благодаря которому мы построили Дом культуры в селе Апаны. Вот ждем немножко смягчения режима пандемии, чтобы его открыть. 9 наших детских школ искусств получили музыкальные инструменты, каждая по 5 миллионов рублей. Таких достижений у нас раньше не было. Но и за прошлый год, благодаря инициативе нашего президента страны Владимира Путина, начался проект «Пушкинская карта». В республике 18 тысяч представителей с 14 до 23, это наше будущее поколение, оформили Пушкинскую карту. Это шаг в будущее. Вот основные направления нашей работы за 2021 год. Спасибо, Юрий Степанович. И следующий вопрос в адрес министра Гаврила Витальевича Кириллина. Наиболее значимые события, которые вы могли бы выделить за прошедший год? Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Основной целью работы нашей отрасли является создание благоприятных внешних условий для поступательного развития нашей республики и, конечно же, сохранение межнационального, межконфессионального согласия в нашей республике. В этом плане 2001 год у нас стал неплохим. Во-первых, мы отмечаем восстановление деловой активности в сфере внешнеэкономической деятельности. У нас начал работу экспортный совет при главе Республики Саха-Якутия. Продолжает работу Республиканский центр поддержки экспорта, который внедряет инструменты как раз поддержки экспорта. И все это сказалось на том, что у нас внешнеторговый оборот нашей республики после резкого падения в 2020 году, уже по итогам 2021 года, восстановился и даже превысил допандемийные показатели, достигнув $6 миллиардов США в 2021 году, что
на 40% выше показателя 2020 года. Ну и, конечно же, мы отмечаем рост экспорта нашей республики, в том числе несырьевого экспорта, который является показателем реализации национального проекта международной кооперации экспорт нашей республики. Во-вторых, конечно, повышение деловой активности также сказалось на проведении крупных международных мероприятий, в том числе и в нашей республике. В прошлом году мы провели Конгресс местных и региональных властей Евразии, Генеральную ассамблею Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, Дни Якутии в Татарстане, Северный форум по устойчивому развитию. В этих мероприятиях приняло участие и в онлайн-форме, и заочно более 8 тысяч человек. Ну и, конечно же, республика также после возобновления работы Петербургского международного конфорума, Восточного конфорума, также активно приняла участие в этих мероприятиях, заключив 36 соглашений в области социально-экономического и инфраструктурного развития нашей республики. В-третьих, наши национальные культурные объединения смогли в прошлом году привлечь более 40 миллионов рублей на реализацию своих проектов в виде грантов и субсидий, в том числе из федерального бюджета. Они провели более 250 мероприятий в прошлом году. И, конечно, мы достигли все цели и показатели реализации национальной политики. Ну и в-четвертых, в прошлом году правительство проводилась большая подготовительная работа в рамках столетия образования Якутской ССР. В прошлом году в рамках республиканского федерального плана проведено больше 20 мероприятий у нас в республике, в том числе с привлечением федерального финансирования. Разработаны и утверждены все планы на текущий год, и мы уверены, что мы достойно встретим в этом году юбилей нашей республики. Спасибо. Спасибо, Гавриил Витальевич. И следующее свое обращение я хотел бы адресовать министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолию Аскалоновичу Семенову. По итогам 2021 года республика является безусловным лидером по развитию IT-отрасли на Дальнем Востоке. Многое сделано для обеспечения доступности связи и высокоскоростного интернета в районах республики для всего населения. Как решаются приоритетные задачи, курируемых вашим министерством сферах? Доброе утро. Действительно, пандемия показала, насколько важна развитие отрасли связи. За прошлый год мы построили рекордное количество ВОЛС. Мы подключили 70 населенных пунктов, и сегодня эта цифра составляет 362 населенных пункта. Практически 90 с лишним процентов населения имеет возможность доступ к быстрому интернету, и эту цифру мы будем дальше увеличивать. У нас уже 5 районов полностью оцифрованных. Мы идем в Оленек, то есть через Оленек дошли до Желенды, идем в Соскалах. Сейчас есть проекты по строительству ВОЛС до Патагая. По Севморпути идет стройка, будет подключен Булунский район, Тикси. Также подписано соглашение с НПО «Импульс». Мы пойдем до Зырянки, Хану, и есть желание дойти до Черского, вот это Нижнеколымский район. То есть мы практически планируем подключить все арктические районные центры. Да? И это большая работа, потому что огромные расстояния, это большие инвестиции. То есть 13 тысяч километров ВОЛС уже построено. Это дает возможность включать связь 4-го поколения 4G. Да? И это все делается для того, чтобы цифровые сервисы внедрялись в жизнь. А если говорить про уже цифровизацию, то, о чем вы сказали, Дмитрий, у нас проектный офис по цифровизации возглавляет Асин Сергеевич Николаев. Принята стратегия, утверждена программа. В эту программу вошло 17 органов государственной власти. Вот, например, в прошлом году мы заняли 20 место по стране по цифровой зрелости. Туда включаются индикаторы по образованию, здравоохранению, транспорту, ЖКХ и другим направлениям. И, конечно, если так, какие сервисы это внедряются, в прошлом году внедрен платформа обратной связи на госуслугах, где граждане с любого населенного пункта могут писать свои обращения. И это все отслеживается на федеральном уровне, на уровне региональной власти, муниципальной. Более 50 тысяч обращений уже было отработано. Вы знаете, что мы ввели такой сервис, как цифровой помощник Айта.
более 50 тысяч обращений через цифрового помощника, то есть что говорит о том, что этот помощник очень востребован. И даже последняя перепись населения показала, что люди активно очень работают онлайн, то есть более 20% людей прошла перепись через онлайн. Ну и вообще все услуги, это запись в школу, получение пособий на ребенка, охот лицензии, все идет онлайн, поэтому наша задача внедрять это быстро, все цифровые сервисы. Но если говорить, что про средства массовой информации, в прошлом году у нас было столетие газеты, государственной газеты на якутском языке. Мы внедрили приложение онлайн НВК Саха, теперь онлайн НВК Саха можно смотреть на всех платформах, поэтому действительно цифровизация идет очень быстро. Спасибо, Анатолий Аскалонович. И следующее обращение в адрес министра образования и науки республики. Ирина Павловна, действительно, в республике очень динамично создается современное образовательное пространство. Реализация национальных проектов позволяет совершенствовать инфраструктуру, решить проблему очередности в дошкольное учреждение. Что сделано для достижения ключевой задачи – повышения качества образования? Конечно, приоритетной задачей нашей республики сегодня является вхождение 15 лучших субъектов Российской Федерации по качеству образования. При этом реализация национальных проектов является одним основным драйвером. И поэтому по направлению «Современная образовательная среда» в 2021 году построено 4 школы на 650 мест. В селах и в населенных пунктах создаются точки роста цифровая, лаборатория в школах, в 111 таких учреждениях в этом году создана. И надо сказать, что в Институте развития образования и повышения квалификации нашей республики тоже открыт Центр непрерывного педагогического мастерства для наших учителей. По направлению успех каждого ребенка в 52 спортивных залах созданы тоже такие условия, занятий физической культурой и спортом. У нас открыт региональный центр одаренных детей в республике, Малой академии наук. В 2 школах у нас созданы лаборатории. Это школы специальные коррекционные, государственные школы. И далее нужно отметить, что направление молодые профессионалы в 6 учреждениях у нас открыты 28 таких мастерских, где наши студенты будут заниматься и сдавать демонстрационные экзамены. И непосредственно в сфере образования прошедший год принес большие успехи. Во-первых, это участие наших детей в предметных олимпиадах. В Всероссийской олимпиаде по обществознанию наш ученик Якутского городского лицея Ескин Кирилл занял абсолютное 1 место. 7 учащихся школ республики стали призерами. И по организации государственной итоговой аттестации у нас в республике мы с 17 места вышли на 10 место, среди всех субъектов Российской Федерации. Ну и надо отметить, что студенты наших средних профессиональных образовательных учреждений успешно приняли участие на чемпионате WorldSkills, тоже вошли в 10 лучших команд всей России. Такие успехи у нас в 2021 году были. Спасибо большое, Ирина Павловна. И особенно приятно в эти Олимпийские дни задать вопрос следующий Леониду Николаевичу Спиридонову, министру по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. После долгого перерыва из-за пандемии были проведены крупные спортивные соревнования. Продолжается строительство спортивных объектов. Расскажите об основных результатах, достигнутых в сфере физической культуры и спорта в 2021 году. Да, доброе утро, уважаемые жители нашей республики Саха-Якутия. Да, действительно, после большого перерыва из-за пандемии COVID-19 мы в прошлом году возобновили
проведения физкультурно-спортивных мероприятий. В нашей республике мы провели 312 физкультурно-спортивных мероприятий, из них 146 физкультурно-массовые виды спорта провели мероприятия. Также 33 мероприятия провели среди юношей и девушек, 76 мероприятий провели по национальным видам спорта. Также мы провели 60 мероприятий по адаптивным видам спорта. В этих мероприятиях приняли более 100 тысяч людей, поэтому мы поднимаем активность нашего населения. Как вы знаете, в прошлом году самое крупное мероприятие было это проведение спортивных игр Манчары по национальным видам спорта, который прошел в селе Бердигестях. В нем приняли участие более 1500 спортсменов по 11 видам спорта и из 40 команд наших улусов и городов Республики Саха-Якутия. Мы разыграли там 191 комплектов медалей. И самым большим событием стало то, что приезд министра Российской Федерации по спорту Олега Матицына и президента Олимпийского комитета Российской Федерации Станислава Позднякова. Они приняли участие на открытии всероссийского мероприятия «Спорт Норматур» и приняли участие на открытии этого спартакиады. Ну, по основным у нас показателям мы увеличили систематически занимающихся по физической культуре и спорта с 44 до 46% в нашей республике. И по указу, как вы знаете, по указу президента Российской Федерации Владимира Путина мы к 2024 году должны увеличить до 50% и к 2030 году увеличить систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70%. По строительству у нас в прошлом году мы ввели и построены 9 объектов спорта. Это спортивный комплекс «Энергетик» в городе Алдане, также стадион в селе Бердигестах и стрелковый тир в селе Бердигестах и спортивные комплексы в Сунтарах, Верхневлюйске, Намском районе и в городе Покровске спортивный зал по борьбе. Также в нашей республике реализуется федеральный проект «Спорт. Норма жизни». По этому проекту мы получили очень много оборудований, спортивных инвентарей, комплексов по ГТО. В нашей республике действует 42 центра по ГТО по всей республике, да, и получили очень много комплектов для ГТО. Также в нашей республике мы в прошлом году завоевали 92 медали из официальных соревнований. Ну, вкратце все. Если будут вопросы, я готов ответить. Спасибо. Спасибо, Леонид. И следующее обращение в руководителю департамента по охране объектов культурного наследия республики Николай Афанасьевич Макаров. В столетие республики проводится большая работа по возрождению памятников культурного и исторического наследия. Вот об этом кратко, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители Якутии. Да, в прошлом году у нас основное внимание было уделено восстановлению объектов культурного наследия. Так мы благодаря федеральным программам восстановили Николаевскую Качкасскую церковь в селе Курдем Хангаласского улуса и в городе Якутске дом казначейства. Кроме того, благодаря общественным инициативам, поддержке отдельных энтузиастов восстановлены были объекты в Горном улусе, Медино-Хангаласском улусе, Хангаласском улусе. И все вы знаете, и мы искренне благодарны, то, что благодаря именно телезрителям, патриотам был восстановлен в селе Мая башня Манчары, памятник федерального значения. В прошлом году также мы основное внимание попытались уделить взятию под охрану сохранившихся объектов культурного наследия, в том числе священных сакральных мест. Так были взяты под охрану места в Намском улусе, Усалданском улусе, Медино-Хангаласском улусе, Хангаласском улусе и сакральные места в Хангаласском улусе и городе Якутске. Также очень большое значение имеет
упорядочение документации наших объектов, их кадастр, их учет, появление собственника у наших объектов. И этот вопрос у нас тоже успешно решается. Спасибо большое, Николай Афанасьевич. И мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Ваши готовы, не готов принять, уже принимает вовсю наш колл-центр. Беги, бегалы, лидер колл-центр гахолбанновут, Люба аспыт бегахолбаннуттан каз вопрос кейде, оны негелененин туох вопростар интерегиллери. Пожалуйста. Дмитрий Биеха Бучаска Эльбах етік тоқтала суақ керері, бары ұлыстар қабылы бұттар. Бүгін өттен төріт тыл сұрук бичік күнінен үйерек кығаларғар сақатылын үйереті чағын әлбәті тұғынан әтилер кейделер етен бүгін күттар министерствелер әдір специалисттарын үйehін еті тәрілтелерге үліға кері вопростара көтіғылүннілер. Көрәтшілері салғы эфирға күттарға ұңырабыд. Дмитрий? Мақтал. И мы готовы обработать в нашей студии на отчете правительства за 2021 год по блоку развития человеческого капитала поступающие вопросы. Итак, первый вопрос, который подготовлен специалистами нашего колл-центра. Мы готовы слушать. Говорите. Здраволорун. Мария Попова, Таттан, Маннах и Тылахпын. Республикабыз сүйіс сағығар соқ мероприятиялар, қахан қанна болаларын, қантын білек қосыбы, онына бұл күйтілер. Спасибо. Бастан тұрын ұйтығы дейін мақтанабын, бұл бейге отчопылар бастығы вопрос бейге Республика 300 сылын автометр тұхайылы бұд вопрос, онан Джон Херге интерьергеде бейіне ұлыстен өрдер. Кәдік бұл хүрді құлақан холталақ тәрәхін аңдас барахын егерге бұл баққа бұл историческай, политическай, общественный солталақ тәрәхін болар. Манна эти тәрәхін солтатын өйден тұран дойды президенті Владимир Путин өсі 2-14 сылға бәйтін урағынан бұл сылы билетер тұхынан жағылды арбыды. Инне лоғыран бейгер сүлкабыт тахымығар онына Россия провинциян тахымығар терьер комитет үлелән хағалабыда ратта, онына бейгер хөптәк бұланлары ылынамыд бүгін олыққа келі тұрабыд. 2-тігінші хүббе 2 жылға үрдік ұлыған орталақ тәрәхінер ұтылдықтыра. Қаз бірді ұлыс, қаз бірді нехнеләқ бұн, қаз бірді қорат бұманда барды күттін ұлыға. Бейгер сылтырорыр ғылбыт орыпуттен қаз бірді сақа хетін ұлықтауға бұл үрдік орталақ тәрәхіні бәйтін етегер қаныға деңерен, оны бәйті күттігіні ұлырғар бағарабыд. Оны тағынан өші тас сығыны министері Гаврил Витальевич әбен тылатияға. Гаврил Витальевич. Эти тәрәхінер туғынан қандай информация көрі қаден вопрос кепетер болаққа бұлырыңғы ғылттан бейеқан официальный сайт үлелейдер 100yakutia.ru ден, онна то бар сүйсілар юбилей тәрәхінері барата ұйынан тұралылар. 200-тен тақса тәрәхін кейгбете, ол тәхінен үсі ұлыстарғар ұйынарға бәліріме тұспа бұланна ақтар. Тибахал сети учей бай сайт үләлі хиддер, онна то бар информация барата бар, онна кереңі бесе яқын түсіп мақтал. Хәп мақтал, онна ыйты кикки саңарыгар бу юбилейны хәппы болар доден бар әте, оны әме күлгастык хырдатырга. Беге республика бұтығыр бұйылғы кетігінші хүббе 2 жыллаққа 2 республиканскет тахымнақ ұғық боланынан үлі батыр. Ол күрдік олонқа ұғыға үйе білігер. Улуғығар онна жүкізі көрат тұймады ұғыға беге үш қатын ұтық хелбетегер жүкізі көрат ұғыға. Бұл көрат ұғығары болбаққа маны республика тахымнақ ұғық боларын тұғынан республика Илдар Хандай Сен Николаев сорудақтауыта, онна тұғанақ терер қамығыя үлелен үлетін ұпыта ұратта. Онан күнді сақабысын ұлақтақтыра бағалыста беге үбілейді қылбытыр бары көқтіқтік сақабыт серен сайдетін тұғығар бұл ұғық бұтығар күттан күттінлі қайын. Ұғық болар детілер иннегінен күнді хақайран ұлақтақтыра хөргібетін көтіған дальше үлеле қайын. Следующий вопрос, который поступает с нашего колл-центра, мы готовы принять, обработать и ответить. Говорите. Алло. Алло. Үйәлбіттен, Үлкулан.
Сағахерин спортсменнармен антон дистанционно көтүбүт, көктөхейлерин. Мен вопросым аннык, 2-нче хибеби хука, тәһәрҗүтө тимесел боладен әһәсән алыгы. Бахи оларын. Беги 2-нче жылга камсык турбутунда үдүнөн беги сетихибитин дүктүк саналыбыт, ол курдук, этилибитин курдук беги спортсменнер андайду Европа, она Россия тагымгар опсая 92 медаль алганлар. Этинтен үгүс өттө кыл көмүс медальдер. Спорт арас көрүңөр. Тусту болбакка, национальный көрүнө, тусту болбакка, национальный көрүнөгө, онна доматка, шахматка, атында көрүнөгө беги спортсмен бит көктөктүк, оны сетилэхтик кыттах жылдара хүрдөгөн ден бердер. Онна спорт министры Леонид Николаевич Өссөбейтен эбенетия. Леонид Николаевич. Сергей Васильевич Петингода 92 медаль ылына булырын, оны беги төчөй дибит, онда основной бир тагнах медаль бит Паралимпиадаттан Степанида Артахинова бронзовый медаль алла. Оннан бу андайдуттан кайтекин багырын Ариан Тютрин бронза медаль алла тустуга. Сергей Фролкин Европаттан абсолютный чемпион мастер-дейга. Болодин атекин бар, онда бир самый историяга бастагатын болбут түген Матрена Наговицина 140 шашкага андайды чемпионы болды кыргыттарга. Бу историяга бастагандан болды ден атекин бар. Онан беги үлбе бир сыл сетихилак, оннан кыйлардак ден атекин барат. Мактал. Свет Махтал. Колл-центр работает на прямой линии 320111, телефон, который вы можете позвонить и задать интересующий ваш вопрос по блоку развития человеческого капитала, руководит которым Сергей Васильевич Местников, заместитель председателя правительства республики. Следующий вопрос. Мы готовы? Говорите. Здравствуйте. Добрый день. В нашем селе второй чакр Амгинского улуса Дом культуры является востребованным центром культурной и общественной жизни населения. Наше здание было построено в 2013 году в рамках движения добрых дел «Моя Якутия» в 21 веке. Но сейчас его состояние аварийное, был осмотр районной комиссии. Как мы все знаем, в нашей республике активно строятся объекты культуры в рамках национального проекта «Культура». Население нашего наследия ставит вопрос строительства нового здания. Как попасть в эту программу и чем может поддержать правительство? Спасибо. Ну, безусловно, как и раньше мы говорили, нашим приоритетом является строительство сельских домов культуры в наших муниципальных наследиях. И для того, чтобы объект попал в программу финансирования, первый шаг – это всегда разработка проектно-сметной документации. Если есть проектно-сметная документация, то это уже большой шаг к тому, чтобы объект был построен. И мы здесь при наличии этого документа можем заявляться как на федеральные источники в рамках нацпроекта «Культура», так и на республиканские инвестиционные средства. Поэтому, учитывая это, главы муниципальных районов уделяют большое внимание разработке этой проектной документации и, соответственно, после этого направляют в отраслевое министерство, Министерство культуры, для того, чтобы уже подавать заявку в федеральный центр, либо включать их в бюджет республики. Да, спасибо. Спасибо. Прямо из уст зампреда правительства прозвучал ответ на вопрос нашей зрительницы из села второй чакр Амгинского улуса, да, получается. Следующий вопрос, мы готовы работать с ним. Говорите. Ждем. Доброе утро. Меня зовут Петрова Мария Васильевна, город Якутск. И у меня вот следующий вопрос. Вот интересно, с какими регионами в прошлом году были подписаны у нас соглашения о сотрудничестве? Да, тоже очень хороший вопрос. Мы ставим задачу тесное сотрудничество со всеми регионами, прежде всего с регионами Дальневосточного федерального округа, с которыми у нас много общего, и также укрепление международных отношений с другими странами, прежде всего странами азиатского континента. И мы имеем ряд соглашений и договоров, о которых сейчас Гаврил Витальевич, министр внешних связей, дополнит. Гаврил Витальевич. Спасибо за вопрос. Ну, конечно, основной целью межрегиональной связи это является развитие
торговли с регионами Российской Федерации, обеспечение поставок продукции в нашу республику, в том числе по программам северного завоза, ну и, конечно, доступ для наших жителей, в том числе детей, к качественному санаторно-курортному обеспечению услуг. В прошлом году мы по линии межрегиональной связи подписали 6 соглашений. Это соглашение с Республикой Крым, с Республикой Калмыкия, с Республикой Татарстан, Забайкальским краем, Амурской областью и Приморьем. Всего на сегодняшний день мы взаимодействуем с 45 субъектами Российской Федерации, с которыми у нас заключены такие же соглашения о сотрудничестве. Ну и в этом году также в этом направлении продолжим работу. Тоже у нас 6 соглашений готовится по линии межрегионального сотрудничества в этом году для заключения. Спасибо. Спасибо большое. Мы, еще раз напоминаю, мы работаем на прямой линии, в прямом эфире, и ваши готовы, они прозвучат в эфире. Задавайте их по телефону 320111. И следующий вопрос, который подготовили специалисты нашего колл-центра. Не подготовили, а приняли и обработали для выдачи в эфир. Спасибо. Слушаем вас. Алло, говорите. Здравствуйте, меня зовут Алена, я мама и веду свой блог. И мои читатели сейчас в настоящее время очень активно интересуются вопросом, как записать ребенка в детский сад. Что нужно для этого сделать? Да, безусловно, этот вопрос интересует многих наших мам, и для этого у нас и существует электронная форма подачи заявки, и непосредственно в администрацию города или населенного пункта. Пожалуйста, министр образования и науки Ирина Павловна сейчас расскажет. Спасибо за вопрос. Вопрос, конечно, сегодня очень актуален. Как устроить ребенка в детский сад? Как родится ребенок, родители, один из родителей, конечно, на нашем государственном портале регистрирует ребенка в очереди. Есть понимание у нас очередь в детские сады и есть актуальная очередь. То есть родители, которые нуждаются, это отмечают в этом портале в едином. Вот. И, конечно, у нас идет по порядку, который разработан был еще в 2014 году. Есть федеральный порядок у нас, как принимать ребенка в дошкольные образовательные учреждения. В этом порядке, конечно, указано, что мы принимаем детей круглогодично, заявление от родителей, во-первых, и при наличии свободных мест то учреждение, где вот территориально рядом находящееся, или, может быть, предложено другое учреждение. И при этом, конечно, нужны документы от родителей, копия паспорта одного из родителей с пропиской в указанном адресе, вот, свидетельство о рождении ребенка, копия, ну и другие документы уже учреждение само принимает от родителей. Спасибо за вопрос. Спасибо. И мы готовы следующий вопрос обработать. Говорите в эфире. Я Алексеева Ирина Николаевна из Якутска. Вот говорят очень много про программу «Земский учитель». Говорят, 2 миллиона дают. Какие требования, какие документы нужны для того, чтобы участвовать в этой программе? Хотел бы знать. Спасибо. Да, этот проект федеральный, который начал работать в нашей республике. И цель этого проекта – закрепление педагогических кадров в сельской местности, в небольших городах, поселках, для того, чтобы обеспечить там качество образования. Ирина Павловна, пожалуйста. Федеральный проект «Земский учитель» у нас реализуется 2020 года. При этом конкурс, он федеральный, открытый, абсолютно для всех регионов. И по, значит, положению у нас могут принимать участие выпускники и педагогических колледжей, и педагогических вузов, желающие выехать в сельскую местность и работать там учителем предмета, который заявился регион. У нас, значит, по порядку проведения конкурса мы сами определяем, какие школы у нас нуждаются, в каких кадрах, в каких учителях.
мы мониторим ежегодно, и по востребованности кадров в целях повышения качества образования мы направляем туда учителей по этой программе. Для того, чтобы принять участие в этой программе, нужно обратиться через сайт Министерства образования нам. И обязательные условия – это значит наличие педагогического образования, во-первых. Во-вторых, это значит педагогический стаж, уровень квалификационной деятельности педагога учитывается, ну, трудовая книжка, паспорт, все как положено при принятии на работу. Значит, мы собираем, обрабатываем все заявления. Заявлений бывает очень много, на одно место по 5, по 7 человек, смотря какая специальность и какой район. В основном мы направляем северные арктические районы, где нам очень нужны кадры, учителя. В основном это математики, начальных классов, русского языка и иностранного языка. Спасибо за вопрос. Спасибо, Ирина Павловна, за хороший, четкий, детальный ответ. И я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. И я, пользуясь случаем, хотел поблагодарить специалистов, редакторов нашего колл-центра, которые обрабатывают поступающие от населения звонки и готовят для передачи в эфир. Вот это я называю подготовкой. То есть население напрямую обращается по телефону колл-центра, редакторы готовят непосредственно звонящего к выдаче в эфир, и звучит следующий вопрос, который из нашего колл-центра. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Николаев Александр, я проживаю в поселке Депутатском. У меня такой вопрос. Какие меры принимаются по расширению пропускной способности спутниковых каналов для улусных центров? Ведь каналы со скоростью 10-15 мегабит для районного центра крайне не удовлетворяют потребности интернет-пользователей. Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, обеспечение интернет-связью не только центральной части Якутии, но и арктической зоны является задачей работы правительства республики. Если еще в центральной, заречной части, в Илюйской группе районов качество связи достаточно высокое, и оптоволоконная линия подведена, и социально значимые объекты подключены к высокоскоростному интернету, то в арктической зоне, исходя из доступности, территориальной удаленности, проблема не так быстро решается. Но тем не менее у нас есть проекты и работы. Сейчас Анатолий Аскалонович дополнит меня. Анатолий Аскалонович, прошу. Да, вопрос очень актуальный. Действительно, в арктических районах, труднодоступных, пока мы сидим на спутниковых каналах, это в основном спутник Экспресс-РВ, спутник Экспресс-РВ, это и часть Ямала, и те спутники, которые попадают на наши параллели. И я хотел бы сказать, что в прошлом году, в декабре, запущены еще 2 спутника серии «Экспресс», АМУ-7, АМУ-9, и в апреле месяце они должны выйти на орбиту и, соответственно, дать нам еще больше каналов, потому что сегодня, к сожалению, транспондеры спутников работают на максимальном режиме, да, то есть просто мы ограничены в ресурсах. Поэтому у нас 2 плана. С одной стороны, мы ждем выхода на орбиту спутников новых и дать возможность. Мы уже проводили работу с ГПКС, это космические системы, которые управляют спутниковыми аппаратами, дать нам шире каналы, и, конечно, это позволит на тех имеющих возможностях дать ниже стоимости шире канал. Но при этом, вот буквально несколько дней назад я встречался с министром связи Российской Федерации Максутом Игоревичем Шадаевым. Мы предложили проект строительства ВОЛС до всех районных центров Арктики, в том числе и до Депутатского, и наше предложение было поддержано министром, и до 2024 года мы подключим все районные центры Арктики. Спасибо. Спасибо, Анатолий Аскалонович. Мы готовы выслушать следующий вопрос от наших зрителей, которые поступают в наш колл-центр. Говорите вы в эфире. Здравствуйте. 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 Михаил Холмогоров из села Мая. Я вот как-то слышал, что в Якутске будет создан Всемирный центр Мамонта. Когда и где появится данный центр? Да, спасибо. Меня очень радует, что люди, наши зрители, задают такие прогрессивные вопросы, направленные на развитие. Действительно, в стратегических документах республики и в России записано о том, что в республике должен появиться Всемирный центр Мамонта.
Это записано и в стратегии развития арктической зоны, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации. Определено о том, что мы должны в текущем году обеспечить проектирование, а уже в следующем, 2023 году, должны начать строить этот объект. В чем же заключается? Как вы знаете, наша республика является хранителем в своей вечной мерзлоте останков мамонтовой фауны. И 92% останков мамонтов хранятся именно на территории нашей республики. Это уникальная возможность раскрыть потенциал с точки зрения науки, туристического интереса, для того, чтобы люди со всего мира сюда приезжали и смотрели, наблюдали за уникальными останками мамонтов. У нас сохранившиеся прямо туши мамонтов и других видов животных в того периода. И это дает нам привлечь и науку, всю мировую науку к исследованию этой тематики. И, соответственно, мы для этого создаем такой всемирный центр мамонта. Уже по распоряжению главы республики определен план работы и решение принято о начале работы. Спасибо. Спасибо нашим зрителям за качественные, на мой взгляд, как ведущего с многолетним стажем, вопросы. И мы готовы ответить на следующий вопрос, который поступает в наш колл-центр. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте, доброго дня. Тылын уруактарын кытчаты, оны физкультура уруактарын кытчаты, ден уруак тақсыбыт ити, уруак қаннықта хыңа тағыста, оны боллағына, ити сақатылын уруага ачатағына бұл сақатылын өретігер, баққа бүтін сақаны наруатын культуратығар, бәтін менталитетігер ұлықын ұқсу бол батақты ден. Бапырастақпын, онын ити уруак, сыйға уруақты ден, этияқтың бағарауын, бағы баларын. Пәйін қамақтау. Кәджік барабытын долгутар үйеті, бұл сақатыла, онна аясанақ нұротыртылыра, оскота хамыға үйретейтін, онна чағына чағына. Ол құмайық ең кәджік бүйін күнге бар. Ол ерен бейге білеген федеральный хардылыбыт образовательный стандартқа олығырамыд қазбеди улуска, қазбеди осколаға учебный бұланлары білімнәмет келдіректәкпін. Онна иддебіл бұғыдан қаяндағаны төрәбіт тылы үйреті, төрәбіт дойдубут историятын үйрети, онна культуратын үйрети чағын атчатан болбаққа, қалларан болбаққа әлбетер тұхысыл құруқтуғынан келдіректәкпін. Отчоғына бұл учебный бұланға олығыран бұл осколалар, оскола детелдері бұл уроктары тәргектәктір. Онна сихили білін Велих министрі Любимая Ирина Павловна Эбен Берия. Ирина Павловна. Төрәбіт тылы үйрети, онна бұл физкультура предметін үйрети, осколаға ердебіл болар. Онытын бігі қас бидді үйрәқтәлтеті, білген үлелі олырыр 2012 жыллақ үйрәқтәхін туынан хоконынан сирдетілден үлелер, бұл федеральный хокон бейеқа көңіл берер. Қас бидді оскола бәйтін үйрәған бұланын барылын бәйті ұрытықта, төрөпүт ханатын, төрөпүт бағатын учоттан. Onun қас бидді бұл оскола халаятчыта кені коллектива, оны төрөпүттері бұл төрөбүт тылығар қас шағы берерін бұхарықтақтыр. Өрек бұланынны көңіл берер, федеральный предметтерге бейха киреллер, хетті он бірген бұл өрек барылыттан, отут біргені оскола бейті бұхарыр. Onun бида жарыққа, оны өрек тәкемігер төрөбүт тылын бұлгүтчу оға білектәк, оны бұл біріңе қамсық кемігер жеға олыран өреті үрдәғын 200 сыл бұтар олыры бұд, onun әт қан әрчейетін бұлгүтчу бейге урок табығытынан, жарық табығытынан қаяндағын келдер ектәк біттен. Мақтал. Мақтал Улахан, мы готовы ответить на следующий вопрос, который поступает от наших зрителей. Слушаем. Из города Якутска, Иванова Евгения. Вот мы много раз слышали про возможность бесплатного посещения культурных учреждений по Пушкинской карте. И у меня такой вопрос. Где его можно получить? Пушкинская карта.
Да, я попрошу министра культуры Юрия Степановича дать комментарий на данный вопрос. Юрий Степанович. Добрый день, спасибо за вопрос. Это прекрасная возможность мне рассказать еще всем, кто желает получить эту карту. Реализатором всей карты на территории Российской Федерации и оператором всех операций, всех движений является Почта Банк России. У нас филиал Почта Банка есть у нас и в Якутске. Есть во многих наших районах республики. Действительно, Почта Банк выбран для того, поскольку у него больше даже, чем в Сбербанке, находится филиалов и отделений во всех населенных пунктах Российской Федерации. Карта в этом году наполняется суммой 5000 рублей. Мы посчитали, что у нас в республике живет 150 тысяч человек примерно в возрасте от 14 до 23 лет. Можно оформить эту карту через сайт госуслуги, оформиться онлайн и прочие вещи. Продажа билетов по этой карте идет в режиме онлайн или можно предъявить эту карту при входе в наше учреждение. Надеемся, что режим пандемии будет немножко ослабевать. Уже сегодня мы видим ослабевание, то с 1 марта надеемся, что оперативный штаб нам разрешит, и мы примем решение, что наши все учреждения будут работать. Приходите по этой карте, у вас будет 5000 рублей, найдите Почта Банк или зайдите в госуслуги для того, чтобы стать обладателем пушкинской карты, если вам от 14 до 23 лет, или ваши дети, ваши племянники. Мы хотим, чтобы тех, которые придут смотреть наши спектакли, наши музейные ценности и кинотеатры с 1 февраля, уже открыта такая возможность посещать. Правда, в кинотеатрах посещаем отечественные кинофильмы. По репертуарным планам других учреждений, выставок, у нас в республике, в Министерстве культуры есть экспертный совет, который принимает соответствующие решения по этим репертуарам. Мы очень хотим, чтобы Пушкинская карта далеко шагала по нашей республике. Спасибо. Уточняющий вопрос. То есть сумма тех средств, которые поступают на Пушкинскую карту, с 3000 возросла до 5, да, Юрий Степанович? Да, теперь в этом году сумма карты стала 5000. Прошлый год это на полгода было 3000 рублей. Отличная возможность. Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос в нашей студии. Говорите, вы в эфире. Говорите. Bihi ulusput tuğunan ehliyetli tuğunan ki dokumentalni kinon oradabı onda mandı baprostak gittim. Video materyalları bulurdu heveske sağanağı video materyalları ki hantan ılın söbü bile kopyaların onda kim köngülen adını dem baprostak. Söp мақтал. Мақтанович Юрий Степанович Эбенбея. Юрий Степанович. Вопрос бербекке истеналары боланы хақылып еттебін. Бағалыста келен бейе культура министерстві дегер, бейеқа аудиовизуальный урукут түгер оңғылдан тақыбыт материалдары батын түмерден уникальный Саха Республикатер киннақпет, кейін халачыта Москвитин Степан Иванович. Иди вопрос кынан қаннық видеоматериал, қаннық кемге бейеқа бұл бейеге аудиовизуальный архивите барын туғанарын туғанан, бейеқа Министерство культура министерствер, құру-құруян бәйін тұрарсар, вопростан келеді қана онны келен үлейдіңгер, ол архивтан, ол документтар бар болақтана тұттан, манны көдірігер бейе министерстві бағарылылар. Очоға кәті әбет келін ұрыққытын тұпыдынан. Тюгені туғанан кейде қанада. Следующий вопрос в нашей студии звучит от нашего телезрителя, радиослушателя. Говорите в эфире. Иванова по поводу года Бельджигастагаттен. Бихеха республикаға ити оға каналы передачаты болбатақ, оға каналы терилде дебиттері сонуны үйересті бітім. Мен бапыром де бандық бұл оға каналы қахан терилде, онда қанына қайда қорер болу оқпыды иден. Мақтал? Мақтал, кәдік бейге білген оғылар бұд интернет сетемегер әлбәқті олар болдылар. Онына кенерге туғаннақ контент бейге ағаяқ. Çoğulan törəbit tılından tuhayıllı bu biriyler olaq ағаяқтар, qoqta kedeті. Ondan beyge turarı sılbıt diyen beyge televizyonu ödер. Onunla internet kanallarga saxalı oğu söptüq kontent var buluqtaq. Manna beyge olar bu körən olarınlar, kıttığınılanlar beylerin biriylerin kanadықтақтır, onunla tılların bayıdықтақтır. Ити үлі бұйыл ғаттан хағалығыныға өбі қачыта көрілен тұрар. Бастан тұран бейге национальный көддірі етіндерер НВК каналығыр етіне арияқ бұд. Онына еті әбі өші интернет сетімегер тарғадан марыға. Әйіне студиятерліға, әптіқ аппаратуралылыға, оның тәңге білеген российскай тағымыңға тақса тұрар оғын тегіген көрер мультиктара. Сақылы тыл бастынан кен араңаға тарғандықтара.
Отчона биһи оголор бут чатар бут бу сетимге олороннор төрөбүт тылларын кеңетен өсө беретен барактарга бигерелек бит. Бигеттен хагалык бүтүлөн. Все, мақтал. Студия наша работает в прямом эфире. 320111. Ваши вопросы могут еще прозвучать в прямом эфире отчета правительства за 2021 год. Блок развития человеческого капитала сегодня. Отчитывается руководитель блока, зампред правительства Сергей Васильевич Местников. Следующий вопрос. Говорите в эфире. Говорите. Здравствуйте, меня зовут Карина Бурнашова, звоню с Якутска. Вопрос такой. На каких электронных торговых площадках продаются товары якутских производителей за границей? Спасибо. Да, продукция наших местных производителей должна продаваться не только здесь, в Якутске и в Республике Саха-Якутия, но и за ее пределами. В других регионах, а также за рубежом. Это также основа экономики. И мы работу эту проводим на республиканском уровне, приняты уже ряд организационных и политических решений. Сейчас Габриэль Витальевич, министр внешних связей, дополнит эту часть. Да, спасибо за вопрос. Конечно, электронная торговля в последние годы очень сильно развивается, и республика тоже не остается в стороне. Наши предприятия активно участвуют в этом процессе. Кто самостоятельно, кто вот, пользуясь услугами созданного Центра поддержки экспорта, который в прошлом году поддержал более 20 предприятий нашей республики для того, чтобы они разместили свои товары на таких международных маркетплейсах, таких как Amazon, eBay, Virtual Expo, Etsy, Allbiz. Там товары, в том числе и товары народно-прикладного искусства нашей республики, сувениры, в том числе продукты питания, они там представлены и в настоящее время реализуются. В этом направлении мы также будем очень активно и в этом году также работать. Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос звучит в нашей студии. Говорите вы в эфире. Здравствуйте. Рада вас слышать. Алло, здравствуйте. Дмитрий Васильевич Семен, банда Кайтилахар Евен. Культура, онна история памятниктерин хайтах дойду динай культурный реестригар килдералдери. Динай тилахтын. Сөп мақтал. Беги республика бутыгар казбиди улуска казбиди нехлекке хүддах интерихине исторической онна культурный хорталах объекттар баллар. Ал комойо киһин эргерен самнаян сотулдан охтон эрер түгеннере үксәйте. Инен хеттерен биһиги 2-нче унага сылтан өччө сагалан республика Илдарханна Исен Николаев бейтин тус колобургар сагалабыт акцияты бар. Бу памятниктери сөргүтүү. Анан эти акцияны ылнаннар келинкемнерге кастаганы коллектив Джон Херге бу белдин соттаргар качаларыгар памятниктери сөргүтөр үлелере үксәйте. Ол курдук бихи былырын манна НВК студиятер телемарафон упыппыт, манчары башнеттен сөргүтен билейин үлелей турар. Онна индикетин бу кетихинче хүлбек кехилга Россия дүнен билдирили бит культура карыстабылын күнүнен наследиетин күнүнен бихиге элбехтерехенери береннәтибит. Ол тухунан билеген Николай Иванович департамент халайчыта сехили кепсен берия. Николай Иванович, ситерергер көдөйт. Қандамет үшөй тұруқтақ, историческі солталақ, объект бары бит дейі боллаққытына бейеқат еқетін нады. Бастық информация тағат, оннық объект бар, қатысқатын тағат, онтон жа бейе көріммет, жақсы солталағы бит тұғы, тақарысталғы лабыта бит тұғден, әйені кітір сөбелі әм барабын экспертиза еден ақыранаға ылық бұдын сөп. Ол ең болла бастықы өчерет бейеқі білдерін зуаннан, кәпсән, сөбелі әйік бітін нады болдыға. Онын кәтәхебет телефон нұргудын. Махтал, Николай Афанасьевич, мы давайте дадим еще одному нашему зрителю возможность озвучить свой вопрос в прямой линии. Говорите вы в эфире. Здравствуйте, Будапештан, Ирина Сокольникова, Ориентидин. Тухтени Даргановнти, спортивный федерация Казбирджи спорт тренер Баларджи. Оно было сахабот сирен Юбнен, Сахальбях, Этник федерация Барой. Байгонакта. Каджет Махтал. Каджет бихи республика утер сүрдә албах спортивный федерациялар баллар, кинләр сүрдә көктөктүк кыттылар, онна албах күрәктәһин тәриелләр, Россиядә тахымыгар, республикада тахымыгар. Леонид Николаевич спорт министры эне этем берия.
Пожалуйста. Мактал, итеге теген, отто бейка бу республикабытыгар сүйс икки спортивный көрің бар, реестрге кирбет. Оны тағанан әттоғын икки федерация үлілер, бәлерін көріңдергер, оннаттон агретацияны, государственный агретацияны аспыт федерациялар түрден ағыз федерация бұл білінгі тұруынан агретацияны аған тұрар. Онан бұлдаған атта федерациялар бұл сүрді ашы үләне кеталар, оннатта бейгі мақтанауыт федерациялар бұтыға манны үләне кетан спортды, спорт қайысқатын сайынларалар ұлаға мақтауын деді. Мақтау. Сеп Махтал, завершающий, наверное, вопрос все-таки, но говорят, вопросов очень много, мы еще подключимся, будет у нас возможность подключиться к корреспонденту в колл-центре, и давайте еще один вопрос примем, говорите вы в эфире. Алло. Өтекінінен мен Ульяна Фанасьева деме, ұсалдан ұлығын түйләр нәйлегеттен әрен тейдім, бапырағым бігін әлекке интернет бол қаған керей. Білген үрдебіл барыта интернет болам, үләбетігер, үйерақпетігер мәхейдері көрістібет. Бағы балары. Сеп, өйденер, бағы ба? Те усудан лугугар түләк нәһилеге дите, кыҗы хамай ухук сатар беге нәһилек бит, оларны на бирген интернет кыен тибекке турар, чугастагы нәһилектен бәриедин нәһилекке тиген маран салгы бар бакка турар. Оларын бехет не берете хаҗу бит, Ростелеком оны датындагы компаниялар итендә билгеләргә берелендер. Механик бар бары күчбелен көмөлө тапытына этибе прого беге чугаскемгә бахарык битенчә. Хамай Үчүгейден бұл нехиледіне оны оқтар жағылта итінне тәңгелілерге білім. Бәйіні түріттен материал біліміне біттерді. Қомайы қиын бұлырыңғы бұл бағарға ұл әмсәғалиян хотолдан қабыл еті, ұмайын қабыл еті. Оны отын бейге ұлыс жағылтатын күтті, онына нехиледіне жағылтатын күтті өптәк бағарыны ұлдық бұттияны. Спасибо большое, Сергей Васильевич. Немножко устал даже я. Давайте мы послушаем нашего корреспондента в колл-центре Любовь Гоголеву небольшую статистику по количеству, качеству вопросов, которые принял наш колл-центр. Люба. Предварительный итог отчета правительства: поступило более 100 вопросов, охват вся республика. Много звонков поступило от родителей, которых интересуют вопросы всестороннего развития детей, строительства школ. Были вопросы по стоимости интернета, улучшению связи. Также телезрители делятся своими мнениями и предложениями. Так многим понравился телевизионный формат отчета правительства. У меня все. Дмитрий. Спасибо, Люба. Сергей Васильевич, давайте мы тоже подведем итоги проделанной сегодняшней работы. Формат интересный, как и в прошлом году мы выступаем в прямом эфире национальной вещательной компании, телеканала Якутия-24, радио ТЭТИ. Вам слово. Уважаемые жители нашей республики, спасибо большое за активное участие в нашем отчете правительства республики. Это показывает вовлеченность жителей республики в вопросы развития экономики, социальной сферы нашей республики. Каждый житель осознает и чувствует ответственность за то, что он участвует в жизни нашей республики. И хотелось бы в год столетия якутской автономии СССР призывать всех жителей республики принять самое активное участие в праздновании этого знаменательного события. И не только участвовать, но и внести свой вклад в дальнейшее развитие нашей республики. Это действительно историческое событие, которое имеет очень большое значение для всех жителей нашей республики. Спасибо вам. Надеюсь на дальнейшую совместную работу. Спасибо всем, кто участвовал в сегодняшнем отчете. Спасибо лично вам, Сергей Васильевич, руководителям министерств и ведомств, которые в очень живом режиме, хорошем таком темпе ответили на вопросы наших телезрителей и радиослушателей. Спасибо тем специалистам подведомственных учреждений, которые в режиме ВКС также принимали участие в проведении отчета правительства за 2021 год. Напомню, сегодня отчитывался блок развития человеческого капитала под руководством зампреда правительства Сергея Васильевича Местникова. Отчеты правительства продолжаются. Следующие выходные также в эфире национальной вещательной компании, телеканала Якутия-24, радио ТЭТИ. Смотрите следующие выпуски отчета правительства за 2021 год. И самое главное, будут озвучены основные планы на юбилейный 2022 год. Спасибо всем телезрителям за ваше активное участие
в нашей сегодняшней работе. Увидимся через неделю. Спасибо.